Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 20 октября 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Карта дня — семерка пентаклей. Что будет помогать, что будет мешать. Итак, семерка пентаклей, карта очень интересная. Она говорит о том, что мы будем сегодня стараться как можно больше сделать, выполнить каких-то своих обязательств, довести какие-то дела до конца. Мы будем пытаться вот изо всех сил, и, скорее всего, это не очень будет нам нравиться, да, то есть это будет трудно. Либо мы кому-то пообещали, не можем отказаться, и вот вынуждены выполнять какую-то работу. Или мы ради денег трудимся, да, вот потому что как бы надо на что-то жить. Или, может быть, еще какие-то обстоятельства вот в нашей жизни нас вынуждают делать то, что необходимо, да, то есть это вот день такого вынужденного труда. И вот обычно, может быть, это даже не так тяжело воспринимается сама работа, как тяжело воспринимается вот то, что вот именно мы обязаны, мы вынуждены, да, вот это чувство долга, которое давит, оно сегодня прям таким двойным может быть. То есть чувство долга может быть внутреннее, и плюс чувство долга еще внешнее, да, то есть это кому-то что-то обещано, какой-то договор подписан, какие-то обязательства взяты и так далее. То есть это может касаться абсолютно всего, и работы, и отношений. То есть в отношениях тоже может быть вот такое ощущение, что вот зря я вообще в это во все ввязался, и здесь никакой для меня свободы нет, и вот я всем все должен, да, вот может быть вот такое чувство, ощущение, состояние. А для того, чтобы день прошел хорошо, для того, чтобы не было вот такого подавленного состояния, вынужденного состояния, можно просто за все браться как бы по своему, как сказать, по своему намерению, по своему решению, да, вот я должен это сделать, значит, я это сделаю. То есть не так, что вот прям деваться некуда, обстоятельства давят, люди давят, да, и вот тогда только я начинаю что-то делать. Нет, лучше вот по собственной инициативе, тогда это будет легче прожито. Всегда вот эта семерка пентаклей – это сложный этап, когда нужно, знаете, какое-то дело дожать, доделать, довести до окончательного результата. И вот кажется, уже много сделано, и уже хочется, чтобы результат какой-то был, уже хочется отдохнуть, но пока что нет, нельзя. Также еще карта может говорить о том, что нужно привести в порядок сегодня, может быть, здоровье, может быть, питание, может быть, внешность, да, то есть могут такие вопросы появляться. Также карта может говорить о том, что порядок в документах, порядок, как бы какая-то отчетность, может быть, перед государством, да, чтобы все было правильно. В общем, здесь какие-то взаимодействия с законом предполагаются в ближайшее время. И вот нужно, чтобы в порядке были все бумаги, договоры, обязательства выполнялись. В общем, все обязательно нужно проверить. И также здесь может быть ремонт какой-то. Очень часто это карта ремонта, когда мы вот, допустим, должны сделать к какому-то сроку, у нас прям время ограничено, да, а у нас какие-то сложности могут быть, поломки, что-то выходит из строя, и нужно срочно ремонтировать, срочно приводить все в порядок. И вообще по этой карте все можно успеть. Самое главное вот себя организовать и не допускать какие-то эмоции, излишние чувства. Вот карта, какая будет нам помогать, это колесо фортуны. То есть надеяться на лучшее, быть на таком подъеме, на оптимизме, да, и вот немножко как бы в будущее смотреть. Вот этот момент сегодняшний, он трудный, да, его как бы трудно сделать счастливым. Им нужно себя как бы направлять на будущее, да, на будущий результат, и будет легче тогда вот справиться. И что будет мешать? Семерка жезлов. Когда мы вроде бы в коллективе или в работе с другими людьми или в отношениях с другими людьми, но почему-то все время больше, ну, как бы больше других берем на себя обязательств. То есть, да, может быть, есть какая-то работа, какие-то обязательства, которые можем только мы выполнить, но не нужно брать за других людей работу, не нужно их какие-то обязанности на себя взваливать.
Да, себя сегодня нужно проявить, но лучше полагаться сегодня вот на общий такой труд, да, чтобы немножко себя разгрузить. Если, допустим, вам предлагают какую-то работу сделать за других людей, то лучше сегодня как-то отказаться, может быть, не резко, да, не в резкой форме, но придумать какую-то причину для того, чтобы вот отказаться от излишней работы, потому что вам и так здесь сегодня, ну, как бы много дел, и все нужно успеть к какому-то времени, скорее всего. Давайте посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске отношений, в поиске партнера, старший аркан умеренность выпадает. Карта обычно говорит: посмотри по сторонам, рядом с тобой этот человек, скорее всего, ты уже с ним знаком, ты можешь с ним работать, общаться, но у вас такие ровные отношения, спокойные отношения, а вам, наверное, хочется каких-то страстей. Вот посмотрите по сторонам, уже есть рядом человек. Обратите внимание на того, с кем у вас хорошие, спокойные, дружеские отношения, взаимопомощь, работа совместная и так далее, общие взгляды на жизнь, на мир, может быть, вы ездили куда-то вместе. Вот это тот человек, который нужен. Для тех, кто в паре. Карта Император. Здесь решаются вопросы, скорее всего, с недвижимостью, да, это может быть какие-то сделки, которые готовятся, или это может быть ремонты, да, которые вот нужны, или вот что-то в доме нужно поменять, каких-то денег нужно на что-то, на дом, на семью заработать. Может быть, кто-то сегодня будет устанавливать системы безопасности, да, то есть, ну, как-то, чтобы, ну, как бы, дом был под защитой, скажем так, сигнализацию, допустим, какую-то. И вообще здесь могут быть вопросы сегодня: кто в нашем доме главный? Кто возьмет на себя вот всю ответственность, да? Вот смотрите, желательно, конечно, чтобы у каждого были свои обязательства в паре. Потому что вот карта говорит о том, что лишнего на себя брать не нужно, иначе вы будете за все отвечать. Вот если вы, за вами последнее слово, если вы во всем правы, если ответственность не распределена поровну, а вот на ком-то одном, да, то тогда как бы тому человеку и труднее, да, то есть с одной стороны вроде бы хочется быть главным и важным, а с другой стороны это может быть просто очень тяжело и непосильно, то есть лучше об этом подумать и разделить обязательства поровну сегодня. Для тех, кто в ссоре. Но здесь вот как бы пиковый момент, либо вы помиритесь и будете как две половинки долгое-долгое время вместе, либо здесь будет как бы решение принято, что все, я выхожу из этих отношений, да, то есть вот все зависит от того, ну, от вашей ситуации. Если человек вам подходящий, значит, ситуация будет развиваться в лучшую сторону, в смысле в сторону отношений. Если же человек не подходит, то это разрыв, перемена в ситуации. Опять же, это все к лучшему. Работа. Для тех, кто в поиске работы, замечательная карта Король жезлов. Если вы имеете какой-то хороший опыт, если у вас хорошие какие-то образовательные документы, если вы руководили когда-то уже, ну, руководящую должность занимали, то вот такую же вам должность сегодня есть возможность найти. А если же у вас еще недостаточно опыта, то эта карта может показывать человека-руководителя, который будет вас оценивать сегодня, да, и скорее всего здесь все пройдет благополучно, потому что обычно король пентаклей, он очень мудрый руководитель, он видит, какой человек подходит, какой нет, да, то есть если вот у вас есть все возможности, вы будете приняты на эту работу, очень хорошая работа, наконец-то изменение ситуации к лучшему. И, кстати, по деньгам это тоже очень хорошая будет возможность. Для тех, у кого уже есть работа, карты звезды. Ну да, немножко откладывается все на будущее, да. Действительно, вот сейчас работа ради будущего, ради того, чтобы в будущем стало лучше, легче, чтобы себя обеспечить, чтобы себя проявить, чтобы был
как бы опыт, профессионализм и так далее, и так далее. То есть карта, которая говорит о том, что сегодня лучше думать о будущем, да, потому что если вот только окунаться в эту работу, которая вот есть сегодня, то это довольно-таки сложно переваривается, да, то очень сложно в этом состоянии находиться. А вот помечтать, как-то отвлечься, настроиться на положительный какой-то лад, это очень хорошо. Также вот может быть сегодня какой-то человек в вашем окружении есть, который вот очень хорошо разбирается в вашем виде деятельности. И, может быть, стоит перенять у него какой-то опыт, посоветоваться. Или, может быть, допустим, найти в коллективе или в окружении такого человека, вот на чьем месте вы хотели бы оказаться со временем, да, и вот тогда вот эта работа сложная, она не будет такой сложной казаться. Для тех, у кого свое дело, колесница карта, то есть здесь могут быть реальные поездки по делам, да, это может быть решение каких-то очень важных вопросов, связанных с вашей деятельностью, но здесь тоже на будущее ориентировано все, то есть вы сегодня действуете, налаживаете связи, решаете какие-то вопросы, а результат получаете в будущем, там денежки получаете в будущем. В ближайшем будущем, да, это быстро может быть, но не сегодня. А также вы можете сегодня разрешать какие-то конфликтные ситуации. Если у кого-то были сложности, проблемы с законом, да, то вот эта карта выигрыша в суде. Это карта, когда какие-то законы поворачиваются в нашу сторону, или мы делаем все, чтобы вот обезопасить свой бизнес. А также здесь может быть ситуация конфликта между, допустим, вами и клиентом, вами и коллективом. И, знаете, еще желательно бы обратить внимание вам на тех, с кем вы работаете. Если вот у вас в подчинении есть люди, скорее всего, там идет какая-то борьба за власть вот в этом коллективе. Посмотрите, может быть, ваше вмешательство здесь нужно. Для денег посмотрим, что... Вот смотрите, десятка жезлов для тех, кто на зарплате. Слишком много трат на удовольствие, лишних каких-то. Может быть, знаете, вот хочется что-то сделать для себя приятное, как-то улучшить настроение, да, и можем из-за этого тратить лишнее, а потом может не хватать каких-то денег. Также эта карта может говорить еще, вот если в плане денег ее рассматривать, она может говорить о том, что не хватает каких-то денег на вашу мечту, на вашу цель, на какое-то, может быть, важное приобретение или на учебу, допустим, вы хотели бы учиться, да, а вот сложно как-то, либо придется в другом себя ограничивать, либо вообще пока что нет возможности. А для тех, кто своим делом зарабатывает, туз пентаклей, это вот как бы подтверждение к карте колесница, да, это действительно какой-то новый источник дохода для вас может открыться, который может прям в будущем очень хорошие принести, ну, хорошую прибыль, да, и вообще эта карта очень и очень с большим потенциалом, то есть вы действительно благодаря вот каким-то новому направлению в финансах можете развить свой бизнес до совершенно нового уровня. Но то, что здесь нужно какие-то новые решения принимать, новые направления, может быть, новых людей, новых клиентов, в общем, все, что здесь новое сегодня приходит, как идея, как помощь, как предложение, вот это желательно сегодня воспринимать. Здоровье. Шестерка жезлов, замечательная карта во всех отношениях. То есть для здоровья это там, победа над болезнью, да, выход там, в ремиссию, да, или может быть, допустим, если хроническое заболевание, то просто облегчение такое наступает. Но в любом случае это карта такого хорошего здоровья, высокой энергетики. И знаете, когда, может быть, даже мы не замечаем каких-то вот проблем со здоровьем. Кстати, здесь может желание возникнуть переедать, заедать какие-то проблемы. Вот на это стоит обратить внимание. Итог дня. Восьмерка пентаклей. Ну, карта, которая говорит о том, что вы сегодня будете вот взвешивать, насколько правильно вы распоряжаетесь финансами.
Надо ли вам учиться для того, чтобы больше зарабатывать? Надо ли вам какое-то направление выбрать новое? Надо ли вам укреплять как-то вот свой профессионализм? В общем, здесь вот эти вопросы все как бы в течение дня, какие будут вставать, вы их будете вот обдумывать в конце дня. Что еще важно? Эта карта всегда говорит о том, что наши желания превышают как бы наши возможности на данный момент. Но это не значит, что мы не должны стремиться к чему-то лучшему. Даже если сейчас что-то не получается, то нужно просто время, да, для того, чтобы вот эти улучшения произошли. Нужно посмотреть, чего не хватает именно конкретно нам, да, и запланировать, как нам вот этого достичь, как нам к этому добраться, для того, чтобы в будущем получить то, что мы хотим. Ну и вообще это все-таки восьмерка, это карта судьбы. В общем, какие-то судьбоносные сегодня происходят события, и прям нужно их обязательно оценить в конце дня. Друзья, я желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.